Соревнования по бодибилдингу в первый раз в Республике Коми прошли в 1993 году. И уже более 30 лет этот вид спорта активно развивается в нашем Коми-крае. Кубок проводится здесь уже 12-й раз. И прямо сейчас мы погрузимся с вами в гущу событий этого мира спортивной красоты. Wellness-фитнес, пляжный бодибилдинг, фитнес-модель и не только. Спортсмены соревновались в 9 различных категориях. Есть и новшества. С января 2024 года участники номинации «Фитнес-бикини» за призовое место могут получить звание. Эта категория, чем стала более популярна, она из конкурсной номинации переходит в спортивные номинации, и она заходит в госреестр. Теперь за эту категорию будут даваться звания. Чем они отличаются, да, и чем привлекают? Это очень зрелищная категория. Девушки выходят в купальниках, демонстрируя изящество, грацию. Они демонстрируют свои пропорции, тонкую талию, пропорции, песочные часы, что очень привлекательно. Они не отличаются большой мышечной массой, и это те девушки, которые, собственно говоря, поддерживают свою форму благодаря здоровому образу жизни. Жюри детально оценивает претендентов на победу. Важно все – образ, форма, подача. Каждая деталь должна подчеркнуть преимущество. Для Дианы Бобрецовой это ясно как день. Совсем недавно она вернулась из Москвы победительницей соревнований Гран-при столицы. А сейчас стала двукратной абсолютной чемпионкой Республики Коми. Вместе с ней мы раскрыли пару секретов. Диана, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот про этот специальный грим. Что это, загар или что-то еще, и для чего он наносится? Да, он наносится для того, чтобы был лучше виден рельеф, чтобы были лучше видны мышцы, деление мышц. И для этого мы специально наносим такой загар. Дело, наверное, не только также в загаре, но и нужен еще, видите, профессиональный макияж, укладка. Это можно как-то дома сделать или сейчас более такие жесткие требования и нужно прям действительно плотно готовиться? Да, лучше нанять визажиста, специалиста, чтобы он вам собрал красивый образ под ваш купальник, да, чтобы все красиво, гармонично смотрелось. Ну и, к слову, о купальнике не могу не заметить, что явно в обычном магазине такой не купишь, да, потому что тут и стразики, и вообще очень такая красота, яркий, пестрый, и все девушки очень внимание привлекают, и большой ажиотаж, и аплодисменты вызывают. Где вот его приобретают? Его шьют на заказ, по меркам, снимают мерки, да, талии, бедер, и под заказ, все под заказ. А дорого ли обходится все это? Вот полный образ себе собрать? Полный образ, купальник в районе 30-35 тысяч. Укладка, макияж, грима, если это мы берем большие турниры, то около 25 тысяч. Если районные, то, конечно же, поменьше. Но ценник все равно тоже не маленький, да, поэтому нужно учитывать не только каждодневную подготовку, чтобы быть в физической форме хорошей, но и также материально подкованным. Это точно, да. Наряду с именитыми спортсменами были и те, кто испробовал свой потенциал на сцене впервые. Полина Губарева из их числа. Признается, что волнение присутствовало, но не помешало ей одержать победу. Если честно, я не осознала, наверное, все еще. Мне было очень страшно, и в это я сначала не поверила, но мне было очень сильно приятно. Плюс я видела поддерживающие взгляды своих родных и близких друзей. В прошлом году женщин на Кубке было в разы больше. В этот же раз численность уравнялась. Несмотря на то, что общее количество участников уменьшилось, каждый из них достойно справился с программой. Участников в этом году меньше, но они показали достойный результат. Многие из них, я скажу многие, практически половина из них являются призерами и чемпионами региональных турниров. Также являются призерами Северо-Запада. География соревнований не ограничилась Республикой Коми. Елизавета Пучкова приехала прямиком из северной столицы России и завоевала золото. Мой тренер мне посоветовал поучаствовать. В общем-то, я стараюсь участвовать во всех чемпионатах, которые мне удобны так или иначе. Это всегда очень приятно. Это мое первое золото. Это всегда очень приятно вообще. Любая награда приятна. Не только девушки блистали в тот день на сцене. Юноши и мужчины из года в год доказывают, что бодибилдинг требует невероятной силы духа. Ведь чтобы построить тело своей мечты, спортсмен проходит тяжелейшую внутреннюю борьбу с самим собой. В принципе, любой человек может заниматься спортом, но неважно, какие у него генетические, да, изначальные данные.
То есть надо начать ходить в тренажерный зал, там, я не знаю, на улице заниматься, воркаутом, да, там, перекладиной, там, отжиматься и соблюдать режим питания. Кто-то более строг к себе, кто-то менее. Ничего страшного, не надо расстраиваться, надо просто двигаться, всегда двигаться вперед. Верно подмечено. Высот достигают те, кто изо дня в день приводит себя в лучшую форму. Уже на следующей неделе с 25 по 28 апреля в Подольске пройдет Кубок России, где наши культуристы представят с лучшей стороны Республику Коми. Арина Попова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.